И продолжаем его в гостях у самого молодого колдуна, как гласят афиши, Олега Контуева. Олег, почему колдун? Почему именно такое название? Оно впервые звучит в нашем городе. Здесь что-то сказочное такое, сразу какие-то такие ассоциации, связанные с сказкой. Колдун не гипнотизер, не врач, лечащий при помощи каких-то нетрадиционных методов, а именно колдун. Расскажите, пожалуйста. Ну что же, тем и интересно, наверное, но я не хочу никого шокировать. Нашему искусству 4,5 тысячелетия. Колдовство не только было, на протяжении всех этих веков не только существовало, но оно и процветало, получало распространение, скажем так, дополнение, наполнялось новыми красками, новыми для себя течениями. И если раньше это было нечто на уровне оккультных наук, то сейчас это целое направление, к которому обращаются не только представители нетрадиционных методов лечения и исцеления, не только люди, посвятившие себя изучению чисто оккультных наук, но и, в частности, наверное, профессиональные врачи-медики. И тем, может быть, и интересна будет та информация, что сам я также имею высшее медицинское образование. Вот, что, однако, не мешает мне пропагандировать не столько известные научно признанные методы лечения и исцеления, сколько методы народной медицины. Ну, в частности, это практика полесских колдунов, практика тибетских монахов. Значит, в общем-то, за это время, сколь занимаюсь изучением нетрадиционных методов лечения и исцеления, удалось постичь не только тайны тибетской медицины, но и, что немаловажно, тайны медицины нашей, исконно русской, традиционной. Ибо мое начало, мои корни уходят в белорусское Полесье, где 240 лет тому назад появилась наша династия, основательницей которого стала Олеся Давыдовна Ровенская. Это они писали? Известно, да, это именно о ней была сложена в свое время песенка о кудеснице белорусского леса белорусского Полесья Олесе. То есть она как бы ваша прабабушка, да? Да, прапрабабушка. Прапрабабушка. Получается, что я уже представитель 4-го поколения этой династии. С детства постиг, в общем-то, больших знаний, скажем так, получил вот, в области траволечения, фитотерапии, так называемой. Ну, а далее, чем дальше, тем сложнее. Мануальная терапия, после этого гипноз. Совсем недавно, ну как недавно, в 9 классе я впервые обнаружил в себе биоэнергетические возможности, скажем так, повышенный энергозаряд, энергоемкость. Ну, естественно, при помощи моих учителей, благодаря, вернее, старанию моих учителей, это Вадим Львович Гудман, Владимир Львович Леви, знаменитый у нас в стране психотерапевт, психиатр и врач-гипнолог. По-моему, книги его да? Да, у него очень много книг, у него целая серия «Искусство быть собой», «Искусство быть другим», «Я и мы». Олег, вот то, о чем вы говорите, в основном направлено на здоровье, то есть на лечение людей. Но понимаете, само название колдун во многом ассоциируется как, ну представьте, сказка такой там старичок, который что-то колдует, то есть приносит вред. Вот как вот вы к этому относитесь, понимаете? Ну что же, когда произносят колдун, тут вольно или невольно, действительно этот термин ассоциируется у людей прежде всего с чем? С чем-то тайным, с чем-то непонятным и, как правило, обязательно плохим. Но мы с детства носим в себе сказки сказочных героев, Бабу-Ягу, Лешего, Черта и так далее, Кощея Бессмертного. Поэтому я понимаю, ведь у нас психология человека такова, что мы, в общем-то, и во взрослой своей жизни мы уже не хотим расставаться с теми сказочными героями. Трудно расставаться со сказкой. И вот тут как раз мы и предлагаем, в том числе и взрослым, не только детям, не расставаться со сказкой, а постараться подольше сохранить ее в себе. И прибегая не только к добрым, но и к злым силам, в частности, к духам из высшей теоретической магии, высшей гуманитарной магии, основного руководства к действию любого представителя оккультизма, мы, опираясь на многовековой опыт, на те заклинания, те, скажем,
какие-то приворотные колдовские, так называемые штучки, которые, в общем-то, передаются из уст в уста или, может быть, в письменном виде, только посвященным, то есть только тем, кто официально принял статус колдуна. В частности, у нас это статус колдуна России. Вот у меня есть вот такой вот знак, это российский герб, который свидетельствует о том, что человек носит высокое звание колдуна России. Поэтому, это звание высокое, ко многому обязывает, естественно, для того, чтобы его оправдать, мы должны делать нечто такое, что не поддается объяснению в условиях нынешнего времени, скажем так. Но о себе могу сказать, что с успехом применяю, хотя это, может быть, громко звучит и настораживающе будет воспринято нерюнгринцами, приворотное зелье. Тем не менее, это не сказка, это реалия нашего дня. Приворотное зелье существует. Это можно приворожить человека? Да, естественно, приворожить человека, но здесь есть небольшое но. Я могу провести эту так называемую операцию привораживания, обряд привораживания, я могу провести только тогда, когда получу согласие или разрешение на это главы нашего ордена. Ибо речь о насилии воли одного человека над волей другого, это, в общем-то, вопрос вполне серьезный, актуальный не только на протяжении, 4000 лет, но и сейчас, в наши дни, поэтому здесь, я думаю, нет ничего сверх. В принципе, это реальность, то есть можно воздействовать это вполне на реально. волю человека. Да? Это вполне реально. Теория переселения душ, это тоже не миф, не блеф, как многие даже и ученые в том числе пытались это представить, сказать, что это действительно выдумка чистой воды. Это не выдумка чистой воды. И может быть именно поэтому, потому что особые плоды, особые результаты достигаются при помощи вот именно этой теории, этого течения. Сейчас и официальная медицина, и в частности и физика, и философия, психология, они берут в свой арсенал, на свое вооружение вот именно чисто наши ходы. Я по возможности, у меня ведь другая задача. У меня задача пропаганда именно нетрадиционных методов лечения и исцеления. Ведь колдун, он включает в себя очень много, порядка 35 направлений, течений именно оккультизма, магизма. То есть это и астрология, это и хиромантия, это и телепатия, это и телекинез, это и психоанализ, это и многое-многое другое, понимаете? Можно очень много течений назвать, которые в совокупности как раз составят колдовское направление. То есть для того, чтобы называться, носить высокое звание колдуна, нужно как раз иметь большие познания именно в оккультизме как таковом вообще. Олег, вот вы знаете, нашу программу смотрят, если не все, то почти все жители этого города. Она очень популярна в нашем городе. Но я не знаю, может быть, это не совсем тактично просить вас об этом. Все ждут наверняка от нашего разговора, от нашей встречи какого-то чуда. Вот можно сейчас показать маленькое какое-то чудо вообще, сделать вот в этой обстановке? Или это очень сложно? Нет, это я не настаиваю. Что-нибудь такое. Маленькое чудо. Ну что ж, пожалуйста, маленькое чудо, я считаю... Можно даже нас, нашу съемочную группу в качестве этого опыта использовать. Нет, вы знаете, здесь я позволю себе небольшое отступление, ибо нечто подобное у меня уже было, когда мне приходилось с группой телевидения Молдовы работать. В общем-то, там у нас произошел такой, я бы даже сказал, небольшой эксцесс, когда у нас полетела дорогостоящая аппаратура. Поэтому я думаю, я не буду сейчас именно в таком плане распространяться, но тем не менее, возможность почувствовать нечто необычное нерюнгринцам, я сейчас с удовольствием помогу. Итак, дорогие нерюнгринцы, сядьте, пожалуйста, поудобней. Фраза, которую я сейчас произнесу, будет действительно банальной, но на меня можно не смотреть. И сейчас только мысленно вместе со мной, а я буду считать вслух, просчитаем до 10. И после этого гипертония, гипотония, варикозное расширение вен, тахикардия, стенокардия,
расширение сосудов, варикозное расширение, отложение солей, так называемые шпоры, внутричерепное давление, в течение 10 секунд у вас исчезают. Считайте вместе со мной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О Адонай, и Ебезебаот, Отец Всевышний, Творец неба и земли, Создатель 4 первоэлементов, взываю к Тебе, заклинаю Тебя, помоги нам, услыши вопль стенаний всех труждающихся, нуждающихся, ожидающих от Тебя великие богатые милости, снизпошли им их. Яко един есть благ человека любит съезденный, яко Твое есть царствие на земле и небеси, заклинаю Тебя, помоги нам, имени Твоего, ради Эсполаите Деспота. Итак, сейчас давление у всех нормализовалось. Ритмика сердца пришла в обычный, свойственный только вам ритм. Пульс не более 72 ударов в минуту. И сейчас смело можете проверить его у себя. Желаю всем вам крепкого здоровья. Ну а для тех, кто все-таки решил прийти на встречу со мной лично и посмотреть, а может быть ощутить на себе воздействие оккультизма, оккультных течений и направлений, что ж, я буду рад встретиться с вами, и если хоть немножечко удастся помочь кому-то из вас, пусть не всем, нет, иллюзий перед собой на этот счет, в этом плане я никогда не строю и не строил, и думаю, не буду строить, но 20% находят облегчение уже после первой встречи. У вас в городе их состоится 10, ровно 10 сеансов, поэтому 10 сеансов действительно что-то принесут. Я рад буду вам помочь. Олег, спасибо. Надеюсь, что мы тебя не очень утомили. Но, мне кажется, встреча с тобой понравится телезрителям. Спасибо. Ну что ж, всем крепкого здоровья. Москва представляет самого молодого колдуна Советского Союза Олега Кантуева в программе «Гипноз, внушение, лечение заговорами, приемы магов и колдунов древности, тибетская медицина, контактный и бесконтактный массаж, общая установка на оздоровление и индивидуальные занятия».